Уважаемые родители, вы задумывались о том, как привить ребенку любовь к чтению? Рецепт прост. Возьмите издание с красивыми картинками, захватывающей историей и милыми героями. В рамках проекта «Возьми книгу в круг семьи» мы предлагаем вам обзор книг, недавно поступивших в библиотеку филиал номер 1. Предлагаем вашему вниманию книгу, которую написала Ирина Гурина. «Тишка» – это отличный вариант для тех родителей, которые привыкли окружать своего малыша только лучшими и качественными вещами. За такой книжкой ваш ребенок проведет время с пользой и удовольствием, узнает много нового и интересного. Маленькие истории о большой дружбе. Это еще одна книжечка, которую написала Ирина Гурина. Это веселые, добрые истории о дружбе, взаимовыручке и веселых приключениях зверят. Наверное, у каждого в доме, где есть дети, есть волшебная полочка со сказками и просто хорошими детскими книгами, которые порой собирают для своих родных чад не одно поколение родственников. Есть такая полочка и у нас. На ней стоят книги, которые читали нам наши бабушки. Эта полочка, безусловно, пополняется достойными новинками. Одной из таких новинок стала еще одна книжечка от Ирины Гуриной «Письмо Деду Морозу». Она позволяет познакомить малыша с Дедом Морозом, обозначить для него многих других новогодних персонажей. Он не слон, не лев, не птица. Книжечка с загадками. Загадки учат думать и анализировать, обогащают словарный запас, расширяют знания о мире, прививают любовь к родному языку. Загадки прекрасно развивают мышление, память, внимание, усидчивость. Разгадывать загадки можно в игровой форме и непринужденно. Предлагаем сказку Владимира Агаевского с восхитительными рисунками. Это назидательная и добрая история про двух девочек, рукоделицу и ленивицу, одна из которых много работает и всем помогает, а другая в постельке лежит и мух у окна считает. Об их путешествии через колодец к Деду Морозу и награды за труд и ведет рассказ. А одновременно можно узнать много еще интересного, как меняются времена года и как в домашних условиях можно очистить воду. История двух девочек наглядно показывает, каков труд, такова и оплата. Прилежную и старательную девочку щедро наградил сам Дед Мороз. Чего нельзя сказать о ленивице? Степанов. Лесные соседи. Книга предназначена для самых маленьких читателей. Красивые, яркие иллюстрации и крупный шрифт стихов в белых облачках. Названия стихотворений выделены жирным шрифтом. Помимо героев, о которых идет речь, в книжке нарисованы их лесные соседи. Все животные при деле. Белка с шишкой, бобры с деревьями. Уважаемые родители, эти красочные, веселые книжечки небольшого формата обязательно привлекут внимание вашего ребенка. Книжечки отлично подойдут для самостоятельного чтения, потому что в них крупный шрифт, тексты разбиты по слогам, скучно не будет.